Память воинов-журналистов почтили сегодня ветераны журналистики, действующие журналисты, у мемориальной плиты, установленной на Доме печати. Имена 139 воинов писали в этом году на обновленной гранитной доске. Памятная мемориальная доска была установлена к 60-летию Великой Победы. Мой предшественник, председатель Союза журналистов Борисов Иван Васильевич, тогда уже начал поисковую работу. И, конечно, тогда они нашли более 120 человек. И вот последние годы мы уже дополнительно к этому списку нашли 18 журналистов, которые в свое время участвовали в Великой Отечественной войне. Есть, например, имена ученых, в том числе Самсонова Николая Георгиевича. Он был фронтовым корреспондентом. Это единственный фронтовой корреспондент. Чествовали единственного участника войны, оставшегося в живых, известного радиожурналиста и поэта Петра Конкина. Когда закончилась Вторая мировая война, я был в рядах вооруженных сил Забайкальского фронта, где мы воевали против японского милитаризма. И армейские условия не очень располагают творческой работе, но тем не менее я старался как-то писать, читать и работать над собой. И уже опубликовал в 1946 году свое первое стихотворение в армейской газете. Она называлась «Героическая красноармейская». В этот памятный день в ряды Союза журналистов России приняли 9 корреспондентов ЕСИА. Удостоверение новые члены получили из рук ветеранов. В этот день ветераны получили заслуженные награды и знак за вклад в журналистику. На торжественный митинг пришли династии журналистов Гоголевых. Петр Гоголев, я продолжатель рода Гоголевых, это мой отец Анатолий Петрович, тоже известный журналист. И это мой дед Гоголев Петр Никотонович, который воевал против японских милитаристов и был журналистом, работал на радио. И больше всего я горжусь еще тем, что сегодня его имя оказалось на доске в центре города. И каждый раз, проходя по этой улице, я буду смотреть на эту доску и всегда помнить своего деда. Мои дети, мои внуки также будут видеть его имя. И они будут помнить и знать, что их дед был ветераном войны, он был героем Советского Союза и всей России. Есть якутская поговорка Это означает, что традиции передаются из поколения в поколение, память передается из поколения в поколение. Да, у Петра Никотоновича сейчас 4 внука работают, получили образование журналистики и работают в разных сетях, но все являются членами Союза журналистов. Новое поколение журналистов будет помнить подвиг своих предшественников.